молитвах детей своих, не родившихся, о горе мне грешному, помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престолы на судище страшнем, тогда всех человек в делах облачаться, горе тому будет грешным и муки, и отсылаемый увидишь безумно, окаянный, отвергох пренебесный дар жизни, посланное от тебе чадо погубих, и душу мою во тьму ада. Твоему, да даст мне умтворите волю свою, святи мученицы Вифлеемские, молите Бога. Веление Божие учителю вещевать перейти, благословенный си Боже, Отец наш. Покаяние благо и искусствующее с небесное царствие превзыдоша, синим же и убо мы, исповедующие и припадающие ти, прими, владыка, избави нас от належащего и праведного Твоего прещения, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествие на плененных и неосвобожденных. Дорогие братья и сестры, завтра прекрасный праздник, который наполнит и скверы, и парки, и площади городские детскими, звонкими, радостными, счастливыми голосами. Завтра день, который называют День защиты детей. Ну вот, разве только день. Мы детей своих от рождения готовы защищать. И даже когда они вырастут и не нуждаются в нашей защите, мы, родители, все равно готовы всегда к ним прийти на помощь, всегда им подать руку поддержки, утешить, защитить в конце концов. И у наших детей будут дети, и далее будет род продолжаться, и все будет повторяться. От чего же защитить нам, православным, детей своих? Почему мы этот день все-таки называем День защиты детей? Войны нет, но есть другая война, и есть другие жертвы, и эти дети могут стать этими жертвами. Это пороки, которые никуда не исчезли из мира. Они и нас обуревают, и переходят на детей наших. Вот от этого, от пороков, от грехов, от зла, от ненависти мы должны их защитить. Поэтому день этот правильно называется День защиты детей. И хорошая традиция в Свято-Михайловском соборе накануне этого дня вспомнить тех, которым мы не дали возможность поглядеть на мир Божий, которым мы не дали увидеть свет Божий, которым мы не дали вздохнуть воздуха прекрасного земного, которому мы не дали ни одного дня жизни. Это тех, кого мы загубили во утробе. Мы сегодня молимся, Святая Русь. У нее есть хорошая традиция в любых бедах, в любых несчастьях собираться вместе и молиться, совершать молебны, читать акафисты. И вот мы сегодня прочитали канон святым младенцам Вифлеемским, которые, как в каноне были хорошие слова такие: Господь смерть их и кровь их положил в основании церкви своей.
И вот мы молились сегодня и просили Господа за всех. Нас сегодня мало здесь. Я все время призываю каждый год. Общество, общественное движение за жизнь, вот вы тут видите, каждый год нас призывает. Когда же все мы вспомним и одумаемся, прольем слезы покаяния, все, потому что и в семьях наших эта беда случалась, и мы не удержали их, никогда не остановили, не отговорили, соучастниками стали. И хорошая традиция — свечу памяти зажечь. Пусть сегодня это свечи у нас горят 24 часа. Мы знаем, да? Пусть сегодня ночью те, кто не родился, а они там, пусть они видят наши свечи, свечи покаяния. Пусть они взирают и знают, что мы их не забыли. Я призываю всех вас поставить свечу и свой долг выполнить за кого-то, за подругу, за дочь, за внучку, за уже ушедших наших матерей, которые совершили этот грех. За них поставить свечу, если вы ни в чем не виноваты. Но пусть младенцы убиенные, ангелы вечные, взирают на наши свечи и радуются, что мы пришли к покаянию. Спасибо вам всем, кто пришел, откликнулся сегодня, помолился сегодня. И с великим праздником, Днем защиты детей, пусть никогда не будет войны, пусть всегда будет ясное, счастливое, доброе детство и небо над головами наших родившихся и живущих детей. Пусть они не узнают горечь болезней, потому что у нас много еще инвалидов. У нам, православным, есть куда приложить свои силы, как замолить свои грехи своими трудами. Молитва, я вам всегда говорю, молитва без дел, она мертва. Поэтому давайте оживим свою молитву, своими делами приложим свои силы на благо Русской Православной Церкви и живущих на земле. Спасибо вам всем.